Чего все молчат? Трудный вопрос. Да, кто прочтет? Запись Латушвар. Кто прочтет? Кто смелый? Кто у нас English speaking? Who's this girl next to your dad? Кто эта девушка рядом с твоим отцом? Да, другого варианта там и нет. Да. Who's this girl next? Не, what's, как Нет, what's. там. Эта девушка за твоим отцом, перевод. Next, после, это очередь, я хочу условно, да? Да, но what это предмет, что, а who это Сабин. Но если вы правильно хотите перевести, там получается, кто эта девушка за твоим отцом, получится перевод правильно. Да, next имеет значение рядом тоже, не за. Next рядом. Да, рядом Юдсон значение. Нет, в данном случае ты не можешь сказать рядом. Next to your, Тут не одушевленное лицо. Если это было бы не одушевлен, тогда не. А тут одушевленное лицо, то есть персона, тут только next идет. А рядом она не может быть. Или за. Не, совар дела. Вот это идиоматические значения. Вот next, например, сосед рядом, neighbor next to your door, то есть сосед рядом с тобой двери Бог. То есть в данном случае этот next используется для значения этого. Не классический, а это. То есть те слова двух значений. Вот это get, get, у него около 100 разных значений. Вот представьте. Да. То есть у них есть слова, которые очень... Get up, достает. Get in, get up, give... Тесло, пример сделай такой. Если был бы вопрос, кто эта девушка за дверью, например, как бы это было бы, например, behind the door. Behind the door. Behind. Ну, окей, тогда рядом с дверью. Окей, рядом с дверью, неправильно сказал. Рядом с дверью. Рядом с дверью. Да, next ал, но в данном случае рядом с дверью next ал довольно это неправильно это будет. Это неправильно. Нир тогда. Не поблизости Бог, но речи. Рядом. Next on. У нас тут американка же сидит, она может сказать next ал Near, да. Near это все же, когда ты на улице что-то там, сосед там, дорога. Ну, в основном next в разговорном. Следующий бог сандуи. Следующий бог сандуи. За следующая дверь за этой. Или в очереди следующий. Who's next in the line, например. Кто в очереди следующий. То есть это значение немного. Потому что это нужно жить в англоязычной стране, чтобы вот эти нюансы, которые учебник тебе не передаст, знать и не попадать в просак. Так, давайте перейдем к следующей. Кто рискнет? Кто смелый? Не отшумно. Karin enjoys watching TV. Карин наслаждается просмотром ТВ. Она в этом моменте наслаждается. Нет, ты правильно сказал ответ, объяснил неправильно. Ну, она любит смотреть просто Герунди, да, она любит смотреть просмотр. That's Герунди, that's. Сдаетесь? Там вариант длящийся бой, Сдавайтесь. Партизаны, сдавайтесь. Будете есть белый хлеб великий Германии. Просмотр еды. Karen enjoys watches TV. Не, войдите в шкуру эту. Грамматик и вац, учитель, вы, который все законно академическое образование можешь. Его шкуру зайдите и с его стороны посмотрите, правильно или шуми. Karen enjoys, то есть она наслаждается или любит, переводить еще надо
все-таки раска эквивалент лахдес, хотя enjoy это наслаждаться. Смотреть телевизор. Это отглагольное существительное, оно здесь выступает в качестве дополнения. То есть watching TV это садлашдушуни, просто одно слово, два словосочетания, это, короче, но это одно существительное, оно называется отглагольным, потому что watch, смотреть, это глагол. От этого глагола можно образовать существительное. Смотрение телевидения, Бог, если правильно перевести в русском языке. Ну, ты же также должен сказать I'm watching TV, ты же не скажешь I'm watching TV, а тут правильный вариант watching. Милар, это же контекст. Герунди прогрессивию чуи. А прогрессив это совсем другое. Герундиальный оборот все же это action, а здесь отглагольное существительное, это скажем так. В чистейшем виде. Watching TV, it's how watching TV. Смотрение телевизора. Телевизоросмотрение, лишь просто. Телевизоросмотрение, бахцо. Карин радуется телевизоросмотрению. В русском языке этого нет. Нету. Ты переводишь, ты должен искать эквивалент, который, конечно же, будет... Просмотр, почему нет просмотра? Раскому переводишь. И Дудир, но я просто пытаюсь объяснить, что это значит, почему это там. Так-то понятное дело, что я переводитель просто скажу, что Карин любит смотреть телевизор. А с Герунди? Нет, Герунди это... Герунди отглагольный, это то же самое действие. Действие мое, действие юта. Это именно действие playing, reading. Да, возможно. Действие отглагольно существительное. Герунди английский мата мухвалха. На каком языке? На английском. Джерунди они говорят, не Герунди. Герунди это русский перевод. Так, давай. Я знаю, на русском, я же на русском говорю, поэтому Герунди говорится. Так, кто? Следующий. У кого это шумит что-то? Микрофон у кого-то скрипит. У Турпола. Пожалуйста, не скрипите, записью угрешь. Сухайшуй, дикхайшуй. Меня хорошо слышно? Do you copy me? Дикхайшон. Eagle 1 to Fox 2, do you copy me? Так, давайте. Кто? The, опять и дождь. Просто запомните вот этот звук между зубов. The. И R, R, вот это R. Сектант, француз, хади андо, англичанин. There weren't a lot of people at the concert. There weren't a lot. There weren't many people at the concert. Many. Матча это много богду, но many тоже много богду. В русском языке есть одно много. Ты можешь сказать много людей и много табуреток. В английском языке ты должен для каждой неодушевленных предметов, то есть для табуреток свое много применить, а для живых существ свое много применить. Поэтому матч это как бы это... матч вообще-то не для предметов, неисчисляемый гумды, неисчисляемый гумды, хидуй, например. И ты не можешь many water сказать. Потому что это как бы нельзя его на части разделить. То есть ты можешь сказать много табуреток, я ошибся, я погнал, много табуреток сказать, но вода олшен ты должен матч сказать. Или когда ты говоришь деньги, much money. Или когда все, что не исчисляется, сахар, например, или песок, или вода, или вот такое, короче, соль, это всегда матч. Или какое что-то абстрактное. Чувство. А many это когда что-то можно пересчитать. То есть many tables, many men, many people.
Да, да, да. Ответ какой? Lot of. Many. B. Lot of не пишется, оно пишется a lot of. То есть это A lot намеренно of, тебя да. вводит в заблуждение, они тесты, видишь, lot of Хульштадт, бывает только a lot of. Заза должна нам подтвердить. Заза, Да, a да, да. lot of neighbors you have in your Florida villa, да? Поэтому many бим, да. Много соседей. Да, neighbors. Бахрейн. Так, опять задачка. We usually, душами, usually. We usually meet at At. Да, время at. А дни недели, Заза? В понедельник. On. Да. On. А месяца? В октябре месяца, как говорят? In. Да, видите, разница он. Для часов говорят. У русских везде в таком-то месяце, в октябре месяце, в 20 часов, в понедельник. То есть универсально везде ты предлог «в» воткнул и все. У американцев или англичан, англоговорящих, ты должен будешь для часов использовать at, eight. Мне интересно, как люди переведут это предложение. Мы обычно давайте встречаемся переводите. Мы обычно встречаемся в 8 утра, да. AM хач утра хор до 12 часов, типа, PM хач после 12. Да, там. Да, только по-русски будет более прилично звучать, и скажешь «обычно мы встречаемся». Да. А в английском языке порядок слов нельзя менять, поэтому в английском ты не сможешь сказать «usually we meet». То есть ты должен сказать «we usually meet at 8 a.m. At 8 o'clock. То есть существительное. Халық делает с глаголом. И глагол «ба» usually, да? Usually это вводное слово, скажем. Это просто вводное слово. Кстати, здесь оно не отделяется запятыми, когда как в русском языке оно отделяется с двух сторон запятыми. Usually обычно. То есть мы встречаемся в 8 часов. То есть это же дадях можно. Вводное слово можно выкинуть, и смысл предложения останется. Это фича. Мы обычно встречаемся. Убрал, и мы встречаемся в 8 часов. Обычно просто добавляет некую шарм, изюминку туда. То есть, разговорной речи. Этого события, то есть привычку вашу, короче, некую дополнительную небольшую информацию тебе дает. И в английском языке это то же самое, это вводное слово здесь. Usually. Если до английский грамматик, немецкий грамматик, терьёхший. Абсолютно разные, как небо и земля, как вода и огонь. Да, дело английский более легкий, что такое. Для быстро научиться разговаривать на бытовые темы, да, английский легче. Глубокое знание английского, когда уже так книжки язык, это наоборот, английский здесь тебе начинает метелить. Немецкий в этом смысле, не настолько легче, это тоже очень сложный язык, там, не знаю, больше 500 000 слов до ушей. Google, естественно, это тоже сложный очень язык, но в любом случае сложный английский его чуть опережает и по количеству слов, и по количеству, скажем так, правил, и они много исключений слишком. Немецкий это все же Deutsche Ordnung, порядок вот этот есть. То есть ты выучил какое-то немецкое правило грамматическое, и оно действует универсально. А в английском там много исключений будет. То есть есть разные. Pros and cons он. Pros – преимущества и недостатки. Pros and cons. Есть еще advantages and disadvantages. Это тоже значит то же самое. Преимущество и не преимущество. Но русские не говорят не преимущество. Поэтому недостатки, скажем так. Недостаток по-английски, кстати,
Мангель, немецкий моттан, недостаток мангеля. Английский моттан, недостаток это... Заза, помоги. Сама думаю. Я вот знал. Disadvantage, да. Пороется на полках, найдет. Disadvantage. Disadvantage, Не, да. недостаток. Tesla, Недостаток. Гунс Эш ist, например, сега английский бич. Лек. Выделяться, да? Владеешь, конечно. Что, дик, бить беза, чтобы акцент убить, ты должен сильно тренироваться. Ты должен auch hei, шмох, малейшие нюансы, хай тембр попадать. Это школьная скамья. Это другое дело. Беешь, конечно. Беешь, конечно. Мы не пробеешь. У нас тут со взрослыми проблема. Беешь, играешь уж компьютерный. 5 секунд, амбури английский. У нас у Кегина почти что хуже. Тем более, если ты владеешь еще парой языков иностранных, это очень сложная задача. يلا عوينم اي اكسنت ببروتي اتوخير دوال خيتس ونندال شوي موتا مبويت عتاكوي قرلوي سحجوكتي ورسون وويش سويت ارسمتا قمل ديش نورمально дорсо انجليزكي متا قمل ديش خينس عقيجونغ الرسو لخيت ورسون ازق даже дуйца I wanna короче Я вспомнил недостаток. Чисто недостаток флоу душу. Да. Мозг все-таки нашел на полке. Так, кто читать будет? Вы забыли. This board. Избег мобила. Да, прочитал, ничего не страшного. Меняйтесь. Все время один не читайте. Если есть, конечно, рискнет кто смелый. Читайте. Every day I have to clean this board. У меня еще микрофон, поэтому давай просто другой будет читать. C там правильно. C. Every day I have to clean the board. This board. Да, подтверждаю. А кто объяснит, почему? Модальный глагол обязан чистить вот это. Не следует, обязан чистить. Не, там другое правило. Нет? Нет, там другое правило. Не. Немножко сложное оно. Опять-таки надо лезть в шкуру лингвиста. Языковеда. Какую деталь ты имеешь в виду? Языковеда с университетским образованием надо лезть. Давайте я немножко помучу. Когда два глагола соединяют ту чистить have отдельно сам глагол. No, have to. Нет. Другую версию давай. No. Nope. Ну, Дошон тоже. No. Nope. Nope, Олицар тоже. No. Нет, no, all, но так по сленгови можно сказать и nope. Но инфинитив там ведь используется, мне следует что-то делать, поэтому добавляется. Сдавайтесь, у нас есть белый хлеб, будете работать на Великой Германии. Рус, сдавайся. Речь идет о обязанности что-то исполнять, что-то делать. То есть... Молодец, горячо, очень горячо. Почти коснулся. О чем мне надо, мне нужно. То есть это идет такое не обязательно какое-то действие. Тут обязательно действие. Онде добавляется вот это to. I have to. Молодец. Погоди, Тесла, я протестую. Тесла, я протестую. Я с самого начала... Я протестую. Я с самого начала сказал, что модально... Никто не говорит, что ты не угадал. Не, ты правильно сказал. Речь идет об объяснении, почему. Ты почувствовал, что это правильно, и правильно угадал. Правильно, скажем так, знал, что сказать. Не исту. Но я хотел объяснить, почему. Ну да, модальный глагол. Не модальный глагол. Have – это вспомогательный глагол, он не модальный. Но когда он может заменять модальный глагол, когда есть оттенок долженствования. То есть ты должен,
Когда I have to do it, то есть я вынужден, я должен это сделать. Поэтому every day I have to clean, то есть соицанни ешуса дахом дати цацаннич. То есть я как бы почти принуждаюсь к этому, не форс держаться. Вот этот have to с отдельным модальный глагол заменять композицию have с инфинитивом. То есть have to. I have to go туда, то есть это я, просто что тебе вахвишу Аллах, они бы, я могу пойти, могу не пойти сюда, давить, I have to, часо уже директору, его вес в школе, то есть оттенок должности, не очень, конечно, сильный, I have to die, это уже перебор, но я должен умереть. Но I have to, то есть иду тебя. Ты точно правильно ответил, тут разговора нет, тест ты прошел бы. Но Тойзен объяснил, почему. Так, давайте следующий. Кто рискнет? Анализируйте. Там вся информация из анализа этого вытекает. Да, МС Олбох. Давай, если никто не будет, то можешь. Tesla, she didn't do her homework, не сказать. Didn't в следующем времени. Да, didn't. Isn't do her homework. Нет, didn't. She didn't do her homework, домашнее задание. И цаина, прошедшее время. Прошедшее время. И так, в прошедшем времени ты как бы вопрос. Вот этот запомните, кто не знает, и вопросительные формы, и do you, там, сделал это, не сделал. Они все отвечают тешен, значит, вот с этим вспомогательным глаголом do отвечаются. Но и вопрос, да, если его может и нету, он подразумевается здесь. То есть само так, что кто-то спросил, объясни домашнее задание, цейни, но подразумевается этот вопрос, поэтому, да, ответ лишен, ты автоматически используешь эту вопросительную частицу в ответе. Здесь, потому что ты интуитивно чувствуешь, что здесь подразумевается вопрос, кого-то спросили, домашнее задание, гумцаина или что-то, короче, поэтому ты берешь вопросительную частицу, эту do, она в прошедшем времени превращается в did, отрицательное соединитель, она превращается в did not, в сокращенной форме она получается didn't, и дальше уже do это обычное делать. She didn't do her homework. Внимательность. Да, лерсуар, wasn't, isn't, они же сами по себе означают состояние, просто без этих didn't, do. Да, не action, не действие, а состояние. Но тест, он же специально предназначен, запутывать, подловить, то есть похожими разными этим. Поэтому не берите головы, идем дальше. Что сам тест проходить, мне тоже интересно. Это наша любимая Сара. Это любимая Сара наша. Да, спекулянтка по имени Зара была поймана в аэропорту Бен-Гуриона, которая оказалась спекулянткой Зара из Грозного. Может, анекдот, так? Бытность еще при Жахаре Дудая. Так, давайте. Sarah is going to cook dinner tonight. Я думаю, да, здесь опять-таки подловить здесь не нужно о реальных временах думать. Есть вот эта самая конструкция going, is going, to be going, yes. Когда она придает это, что я что-то собрался сделать. Если я что-то собрался сделать, если я что-то собрался сделать, то используется вот эта конструкция с going. То есть все остальное можно выкинуть и
Going, на going сосредоточиться. У нас есть два going. Is going cooking и is going to cook. Is going to cook. Is going to cook. Да, хотя is going cooking, ну да, это звучит как-то не Если там в конце не было, если там в конце не было уточнения dinner tonight, то тогда ты мог бы сказать, Sarah is going cooking. В данном случае идет акцент, что она сегодня что-то сделает. То есть ты должен сказать Sarah is going to cook. Видел? Да. А мне почему-то кажется, что надо gerund применить. Is going cooking dinner tonight. Is going to cook dinner tonight. Они слишком похожи, да. Sarah is going cooking. Going to cook dinner tonight. Это слишком два похожих. Сара. Нет, там... Что делишь? Да, это будущее действие. We'll go cooking dinner tonight. Пойдет. Нет, is going cooking. Хазла, там, когда ты говоришь, что Sarah is going cooking, то есть ты уже даешь понятие, что она будет сегодня готовить. В данном случае вечером. То есть dinner tonight, если Sarah is going cooking, dinner tonight это личная информация. Но если ты хочешь сказать, что сегодня вечером Сара будет готовить, то уже должен говорить Sarah is going to cook dinner tonight. Хорошо, примем Тойзена к сведению, видимо, он что-то знает. Давайте потом проверим в конце теста, короче. Скорее всего, он прав. Есть логика в его словах. Но меня это смущает, вот это is going cooking, герундиальный оборот. Так. I laughed because the movie was funny. Я смеюсь, потому что фильм был смешным. Смеялся. Да, другого там как бы не подходит. Это слишком простой, да, because душой, потому что по-английски, because. По-немецки, потому что, darum, да, darum. Warum, значит, darum. Почему? Потому. Warum, darum. Это первые слова, которые я выучил. Darum. Darum. Я еще дома их знал по книжкам. Warum, darum. Давай because, давай, не справа он был. Тут только because подходит. Because of you. Так. The next 8 chapters, так, подожди, you did well so far, let's get to the next round. You are amazing, we are amazing. Тут не один я сижу. Так, давайте пресс Enter. Опять этот язык между зубами. This, коротко надо. В множественном числе надо было почитать these. С двумя «е» пишется. Эти или это, эти или те. То или те. This summer, душа. This summer is not hot as last summer. Нет, hot as да, like колдезме. Да, более like подходит. Я тоже так думаю. Not hot like last summer. Но as hot as Там идет сравнение, поэтому там должно быть like. Да, сравнение. Not like last summer. As тоже, кстати, используется. Но like, да, я тоже заход like. Tesla, één is niet zo'n Hot is, да? This summer is Нет, not это было бы...
is not as hot as it was in last summer. То есть цан как да. После S там должно что-то идти. Да. Там ничего. Поэтому hot like я тоже за hot like. Hot like. Hotчик. Заза, hotчик кудахает. Hotчик. Горячая штучка. Hotчик. Олах второй hotчик. Да. Так, кто рискнет эту загадку уровня А1? She hasn't been more home since... Между цифрами всегда был. Since вешен. Since... 2011. Короче, чувствительно 2011. 2011 или даже они говорят 2011. 2011. Или 20 англичанш. O да, 0. 2011 или 2011. Since душон. С тех пор бог. Часто применяется вот этот предлог. Вообще в английском языке нету падежей, кроме притяжательного, я это 100 раз уже говорил. И поэтому работа, которую выполняет падежи, обычно в русском языке или в других падежных языках, взяли на себя вот эти предлоги. То есть в английском языке предлоги играют очень большое значение. Вы совершите большую ошибку. В английском языке даже есть целый раздел их грамматики, называется phrasal verbs. То есть как бы их назвать? То есть вот эти глаголы вместе с предлогами, которые используются. То есть есть глаголы, которые требуют определенного предлога, и сочетание с этими предлогами означает там то, третье, пятое, десятое, разные вещи, и меняется смысл. Иногда эти предлоги вместе соединяются с глаголом, иногда они разделяются, иногда их нужно сразу после глагола произнести, а иногда можно поставить в конце предложения. То есть вот эта работа падежей, от того, что падежей там нету, вам, конечно, облегчение. Падежи это всегда, скажем так, боль в одном месте, в мягком месте. Но от того, что брали падежи, пришлось вот всю эту работу переложить на вот эти предлоги. Кстати, если вы выясните, что в чеченском языке то же самое. В чеченском языке нету падежей. Их туда искусственно ставили. То есть у нас тоже предлоги выполняют всю работу. Вот эту по какому времени. Да, в каком времени. Да, их просто соединили с этими словами. Например, тёхалвалар. То есть тёхалбог это аварбог, английский мод. Тёхал, over. То есть over, go hour. То есть тёхалвал. Хат садошки, тёхалвалар, и его склоняют. Этим бурду сделали страшную с нашим языком. Это ужас просто такие. Им просто нужно было посмотреть разные языки, и как люди со своих языков извлекли грамматику и правильную грамматику. И наш язык легко изучался бы там, никаких проблем. 90% бреда было бы из него выкинуто. И наш язык очень, кстати, он структурированный. Выучил там одно правило, правильное, не то, которое из этой грамматики, ты сразу все остальное автоматом, другие вещи будешь знать. Если как иностранец, я говорю, если ты посматриваешь это все. Вот вы, как здесь видите, тоже в английском языке они большое значение играют из-за того, что нет падежей. Как видите, предлоги играют, страшно большое значение. Далее. She asked me, она меня спросила. Она спросила меня, если буквально порядку слов предложения следовать. Что она спросила? Где я жил? B вариант второй. Нет, я за D вариант. Не могу объяснить, почему.
Кто может объяснить, почему я за D-вариант? Вопрос, потому что вопрос задается. Where did I live? Не только. В английском языке есть одно правило, которое тоже его от русского отличает, и которое тоже нам, обывателю, незаметно, который принимается учить этот язык. Оно для него незаметно. Я объясняю. Ask Бога, спросить Бога. Но у нас тут в прошедшем времени. То есть she asked, она спросила. Это в прошлом происходит. Естественно, если это происходит в прошлом, то и вот эта добавка следующая, она тоже должна быть в прошлое перенесена. Вот здесь специально на этом тебя пытаются поймать. She asked me. И я должен уже следующее предложение, вот это придаточное, тоже оно должно использовать прошедшее время. Where did I live? Где я жил? Она спросила меня в прошедшем времени. Где я жил в прошедшем времени? Если я скажу, she asked me where I lived. Это грамматически неправильно. У меня другое. Мне по-другому объяснить. Давай ты объясни. Не, Бог не стонет. Where did I live? Я предполагаю, меня тоже можно поймать. И на... Ну, там ама бозагоска может быть в том, что, смотри, еще асками, ты можешь, может быть, она спросила, где ты пребывал, например. В том случае тогда ты можешь сказать, where I lived. В данном случае спрашивают, где ты жил. То есть по грамматически главное предложение, оно в прошедшем времени, оно диктует следующему быть тоже прошедшим. Исключение из этого. Но обычно... Так или иначе, после «в» конкретный хаттер, что схватится действие духи. Where I lived, сами по себе отдельно. Местоимение ты должен правильно ставить, то есть в порядке правильно. Вспомогательный глагол вопросительный. Да. Скорее всего, where did I live? Потому что, конечно, в этой сленговой речи вряд ли кто-то даже заметит, наверное, в Америке, что ты спросил еще asked me where I live, но замечал в разговоре обычном, они вот на это не обращают внимания. Но, может быть, я встречаю людей, которые плохо говорят на английском, но вот просто они говорят, where I lived, всем было понятно. Хотите Бог? Да, абсолютно. Американцы очень сильно грамматику в разговоре коверкают. Мы сейчас просто чисто по грамматике сделали, мне кажется. Так, кто у нас следующий умный? Это уже сложнее. Ничего сложного нету. Тут же много этих. I have been living in Rome at the time. Нет, для этого не хватает. Я думаю, первый вариант, да, I was living in Rome. Да, это единственное, мне подходит, что это длительное действие, в то время происходило оно. I was living in Rome at the time. То есть в то время я жил в Риме. В прошедшем времени, то есть I lived, но это нет, lived edge не исходится. Зачем там lived, там имеется в виду, что он там, я сейчас, он have lived, этот present perfect, что я сейчас, я жил, и сейчас я закончу, как бы. Was living это past continuous или past progressive по новой этой past progressive. И was living длительное время. Прошедшее длительное время, поскольку он в Риме в тот момент, он же не 2 секунды и не 1 час там жил, то есть он продолжительное время какое там находился. То есть он, если бы он хотел сказать, что он жил там до какого-то момента, тогда этот момент упоминался бы, тогда ему пришлось бы использовать
have been living или had been living. То есть, Я выбираю... Да, в прошлом. Я выбираю А тут букву Б. Ты выбираешь Б, да? Б. I have been living, да. I have been living. Это time. Ну, это present perfect continuous, что там нету времени. Он жил, он когда-то начал, продолжительно жил, и сейчас закончил. At the time, там нет смысла вот этого. Да, have been living, это длительное дополнение. Действие, которое закончилось к моменту этого. Речи, к моменту речи. Приблизительно к моменту речи. Я тоже так думаю. Вот, кстати, тоже ловушка. В принципе, Тесса, предыдущий там большой разницы нет, I lived или I have been. Нет, разница. Конечно, никто это не заметит, никому в голову, но грамматический мы тест как бы проходим. Вот Гаришон Хал, кстати, здесь ловушка, аж 2 ловушки здесь. Для этого Альса это сложная ловушка, кстати. Я бы ее, скорее всего, отнес бы к А2 или даже Б1 уровня. Кстати, по-моему, мы находимся на А2 или Б1. Кто знает, что должно быть там? Промоутить Бога, кого-то выдвигает промоушене, то есть, наверное, промоутить можно там, не знаю, капитаны или еще куда, президенты там на выборы. Трамп, и промоутинг я шутка, короче. They promote Trump. Trump has just been promoted as candidate of United States President. Все, наверное, да? Ну, тут опять выбор нужно делать. В принципе, они оба Здесь я выбираю she has just been. She has just been promoted. Ее только что повысили должности, что ли? Продвинули. Да, хорошо, сдавайтесь, я объясню чуть-чуть. Почти половину вы правильно сказали? Да, Арн отмечал, кстати, что он молчит? Ну, там проблемы во временах, present, там, походу, там в этом и ловушка. Не совсем. Там еще это. Вы забыли главное. Пассивное время, или когда не объект совершает действие, не субъект, а над ним совершает. She has been, been без себя, потому что над этой дамой этот промоушен делать, ее продвигает. Ее только что продвинули, в ранге повысили там, это. И поскольку это случилось только что, и мы перед моментом нашей речи, незадолго, или мы должны использовать, естественно, перфект, и в настоящее время. И поскольку это пассив, то есть над ней совершает действие, ее продвигает на этот пост, а не она сама это делает. Поэтому мы должны пассивное время использовать. А пассивное время здесь как раз-таки и been, и to есть. Если бы она это сама делала бы, тогда Тойзен был бы прав, и has just говорит. She has just... Тут разница во времени получается. На английском. Нет, страдательный залог Олсона Тойзен. Пассивный... Passive voice и active voice, то есть активный залог и страдательный. В данном случае это глагол страдательного залога. Над ней она страдает от действия, которое над ней совершает. Ее продвигают там президенты, там, я не знаю, в совет художественный или куда-то ее продвигает, промоутит яшуи, над ней совершается действие, и ты не можешь сказать активном залоге she has just promoted.
Now, promoted страдательный залог, из-за этого вынужден ты использовать has just been promoted. Okay. قيت صعبوش. Next one. The next one. How long? Long, долгий, длинный блок, но также он применяется ко времени, то есть продолжающийся какой-то долгий промежуток времени определять, то что же самое можно использовать. Хотя чисто How long did he stayed in English? Как долго он изучает английский? Ц ответ. Си. Ну да, си. Но я считаю, что B. Ты имеешь в виду, что он закончил учить к разговору? Вообще-то можно так. Мне кажется, А он не подходит, он не подходит. как долго ты Там только B одно, has been studying. То есть он с какого-то момента прошлого начал и продолжает изучать. Сейчас закончил. Ну, скажем Нет, так, он да. сейчас закончил. Ну, все-таки да, ну не факт, что закончил, но да, к этому моменту результат какой-то мы видим, да, has been studying, has he been studying, how long has he been studying English? Zaza, it sounds awkwardly B. How long has he been studying English? Can I say like that? Yes. How long Thanks. have you been I owe studying you. English? Okay. The next challenge. В Герунде тут просто написать. Да, очевидно. Reading helps Jonathan asleep. Глагольное, существительное, герунди, gerund. Ну, это глагольное существительное все-таки. Герунди это как-то предложение, мне кажется. Не, герунди это и есть глагольное существительное, это вот прямо действие. Reading, playing, это герунди именуется. Я читал кодекса правил, где это имеет признаки от глагольного существительного, но с небольшой slightly difference и тебя, короче, это чисто от глагольного существительное. Но в любом случае, reading душон тебя. Read это читать, от него образуется индовая форма существительная или reading, то есть Это там не должно было быть запятой. Нет, потому что так, чтение помогает. В английском вообще-то как раз часто запятая не так часто не используется. То есть пунктуация у них поменьше, чем в русском языке, где ее суют, где надо. А зачем там вообще запятая? Там идет акцент на то, что чтение помогло. То есть в результате Джонатан заснул. Видите? И что? В результате чтения Джонатан заснул. То есть ты говоришь reading helps, Джонатан fell asleep. Нет. Чтение помогло, и Джонатан заснул. Понятно. Слушай, в русском языке это резко обрывается вещи. Это можно сделать, из-за этого он говорит. Когда ты думаешь? У меня вот ошибки на этом всегда были. Вот я всегда путал вот эти знаки препинания с русским и переводил их на голландский. И всегда грамматика ошибки. Еще раз, когда я учился, не мог избавиться от этого. В этом смысле европейские, скажем, западноевропейские языки более щадящие. То есть reading, чтение, helps, помогает. John fall asleep. Asleep это наречие, уснуть душой. Очень часто fall asleep. То есть упал спящий.
Буквально, если перевести, упал спящий. Таузан, ты запутал меня. Там не прошлое имеется. Helps — это не прошлое, а настоящее. Чтение помогает ему заснуть. Это Я не говорил, что это прошлое. И в русском языке там запятая не нужна вообще. Не, я не говорил, просто reading helps — это завершенная форма, там идет запятая. Reading helps. Видите? То есть тебе говорят, что чтение помогло. Все, информация закончилась. Дальше не помогло, а помогает. Помогает, не помогло, а помогает. Ну, иштахалита, ну, ты сейчас придираешься к моим словам. Да. А ты знак препинания. Это мелкое предметное. Ты из-за помогло там считаешь запятую. Там это именно помогло, да, запятая хорется, это настоящее время, запятая нужна. Принята твоя поправка, да, помогает душу тебя. То есть в настоящее время переводить нужно. То есть это как бы с ним все время случается, и постоянное что-то. Helps to the infinitive. Вот вам следующая задача. Кто там микрофон дышит? Выключите. Микрофон, что он соглашен. Говорите. Это и тяжелый, и легкий одновременно вопрос. Я думаю, may finish it. Там по-любому Wendy maybe finish it work early today. Кстати, maybe может finish. Не, maybe finish it. Да, Wendy may finish it from Mexico. Wendy may finish work early today. Да, скорее всего так. Finish it это не подходит. А maybe это одно слово. Оно, по-моему, не разделяется вроде бы. Это вот этот хороший. Водное слово. Maybe водное слово. Но оно здесь используется модально may. По-моему, да? Wendy may finish work early today. Wendy может закончить работу пораньше. Я тоже так думаю. Давайте выберем may finish it. Не зацикливайтесь. Не. Там идет. Там вы не правы. Ошибка. We've got your results. Sign up. Sign up to fund our level English. Так, вы level house of the Queens. Гучала, password. Выключи экран, Теслы. Выключи экран и так вот данные. Мне что, данные скрывать, короче? Так, Хажал? Так, your level is pre-intermediate. You can communicate. То есть у тебя пресредний, досредний уровень. Ты можешь коммуницировать с простым, бытовой простой речи и выполнять рутинные задания. 1500 примерно слов, 1250 left to reach to next level, то есть еще 1250. Но это, кстати, ничего не показывает, мы можем сразу C1 там пройти, просто мы проходим в данном случае A2, и он нам этот уровень показывает. Так, все. Давай следующий уровень. Нет? Следующий уровень? Сейчас давай проверим. Так, Мухдатсон.
Так, share, try English lesson. То есть там нам нужно не lesson, а именно выбирать нужно. Так, стоп. Я что-то не то делаю.